Доброго дня, уважаемые подписчики. Я немного хочу сейчас вам сказать, постануть, как говорится, сделать пост про патроны. Патроны бывают разные навески, разного пороха. Раньше я заряжал патроны, купил очень хороший станок в Америке, вот, в который засыпаешь прямо гильзы так вот, чуть ли не из ведра. Вот, 200, сколько он стоил? 250 тысяч, 4,5 тысяч, 5 тысяч долларов в свое время, когда еще недорогой был доллар, это где-то в 2009-2010 годах. Вот, и я немножко заряжал, вот, когда еще не было проблем с порохом. И вот про патроны что могу сказать? Патроны бывают разные, ребята, разные патроны бывают. Стреляют 32-граммовыми, 28-граммовыми, 24-граммовыми, вот патроны на 24 грамма, которые я настоятельно рекомендую, вот, на тренировке, на стенде стрелять всего вообще милое дело, ребята. Патрон, ну, я не выделяю по скорости, ребята как-то определяют это, но все, что ты видишь, оно все бьет. Очень резкий патрон. Вот про патроны что могу сказать, что я понял, когда я заряжал патроны. Вот. Ну, разный бывает порох. Порох я покупал разные французские порохи. Сокол даже брал, пробовал. Вот. И понял, что для себя сколько здесь граммов. Ну, определить не могу, но на весах это было где-то до 1,5, до 2 грамма. Это много было пороха, ребята. Вот. 1,5 грамма. Вот. Про ПЖ я тоже не знаю, никаких у меня данных нет. Вот. Ну, что он с контейнером. И 24 грамма, как я понял, что это значит 24 грамма, 32 грамма, 46 грамм, это когда много дроби. То есть это будет, вот здесь мало дроби, ребят, 24 грамма. Если дробь сейчас засыпать в какой-то мерный стаканчик, здесь будет 24 грамма. Вот. Патроны какой марки лучше стрелять? Да любой, ребята, марки для меня стрелять патроном. Самое главное, чтобы он был не давал осечку, не подводил нужные моменты, чтобы не был сырым, чтобы был максимально стабильным, чтобы я мог стрелять, регулярно попадать из него. Ну, я вот недавно стрелял. Вот эти патроны, они, ну, одно удовольствие, ребята. То есть здесь я не говорю, какой бренд. Вот. Главное, чтобы патрон был, ну, стабильный, вот я сказал. И про патрон вот этот, я сказал, вообще тут, что такое храбрость, когда нет страха, правильно? Она не бьет, когда меня начнет бить сюда, там, если я буду стрелять из 36 или 48 граммов, она будет бить мне сюда однозначно, ребята. Поэтому этот патрон, он вообще, можно им стрелять на стенде 100 патронов, 150 патронов, 200 патронов можно стрелять. И вообще мало ощутимо. Больше хватает терпения, чтобы осилить вот такие вот патроны. Он очень резкий, быстрый. Ну и вот про патроны что могу сказать. Ну, тут ребята стреляют разными патронами, там, допустим, там 56, 46, 36 граммов. Ну, это вообще вот как бы для меня это, ну, не совсем корректно, ребята. Потому что, во-первых, ломается ружье, ломается, мышцы разбиваются. Здесь фингалы, это незачем идти к этому. Если хорошо отработан, навыки хорошо отработаны с глазомером, ну, то есть стреляешь на расстоянии 30-40 метров, и не стреляешь там, допустим, на 100 метров, на 60 метров, на 80 метров, зачем? Подранки. Поэтому любой патрон он берет на дистанцию. Ну и, как я упоминал на прежних видео, самый лучший патрон это тот патрон, который недорогой патрон сегодня, чтобы можно было много раз стрелять, чтобы он был доступным. И больше сегодня патроны дорогие. И как Филипп Торвальд сказал Филипп Торвальд, что какой самый хороший патрон, это стабильный недорогой патрон. Вот мои сегодняшние 5 капелек про патроны, ребята, вам. То есть мое видение про патроны. И я желаю вам всего самого наилучшего. Стреляйте, релаксируйте, отдыхайте, получайте удовольствие от стрельбы. Всего самого наилучшего. До скорой встречи.